Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Историю жизни Девлета Герая многократно прославляли в исторических произведениях, поэмах, стихах. Сегодня мы его знаем как отважного воина, мудрого монарха-реформатора. Его правление назовут «золотым веком», эпохой преобразований. При нем Крымское ханство окончательно займет лидирующие позиции в Восточной Европе. Но при всей его популярности он до сих пор остается загадкой. За 27 лет своего правления Девлет Герай благополучно укрепил и расширил границы государства, улучшил многие сферы жизнедеятельности своих подданных. Гибкая система налогов была довольно щадящей. Она способствовала процветанию и появлению новых отраслей в сельском хозяйстве, ремеслах и торговле. Хорошие условия и высокий уровень жизни привлекал в ханство неспокойных нагайцев. В итоге именно при Девлете Герае все разрозненные кланы и роды степняков приняли подданство хана и стали частью крымско-татарского государства. В правлении Девлета Герая ведется масштабное строительство по всей стране. И это не только приграничные крепости, мечети и медресе, при нем появляются новые дворцы, такие как небольшой, но богато украшенный позолотой и росписями Сюйрень-сарай в одноименной местности. Достраиваются и улучшаются Улаклы-сарай и Алма-сарай. Главная же резиденция, ханский дворец в Бахчисарае, становится воплощением богатства и роскоши. Он был оборудован по последнему слову техники, какая была возможна в девлетовскую эпоху. Во дворце все было продумано и богато. Каждый жилой корпус, покои, павильоны, внутренние дворики отвечали требованиям проживающей там многочисленной семье Гераев и их придворных. Но самое главное, чем не мог похвастаться ни один дворец во всей Европе, так это системой канализации. В XVI веке она уже была подключена к дворцовому комплексу, и да, обитатели дворца пользовались горячей водой и прототипами современных туалетов. Точнее, унитазов из мрамора, керамики и фаянса. Над ними был устроен кран для самостоятельного смыва естественных потребностей. В отличие от средневековых замков и дворцов просвещенной Европы, ханские дворцы благоухали и не только розовыми кустами, высаженными в большом количестве, их любили почти все крымские властители, а и ароматическими маслами и благовониями, запахи которые исходили из медных курильниц, расставленных во всех покоях дворца. Крымские татары верили, что хорошие запахи отгоняют болезни. Еще на стадии закладки дворца Сахиб Герай одобрил предложенный архитектором план строительства подземных галерей.
Их главная функция заключалась в прокладке керамических труб, по которым могла бы поступать вода в любую точку дворцового комплекса. Ходы сооружались в человеческий рост, и по ним можно было свободно перемещаться и даже незаметно покинуть дворец, если возникала такая необходимость. Назывались они киаризы. Именно поэтому план водопровода был самой настоящей государственной тайной и известен лишь избранным. Поселившись в хан-сарае, Девлет оценил преимущества галерей и велел расширить сеть ходов под Бахчисараем и Кизлевом. Ориентирами, возможно, служили каменные фонтаны Чешме, на сооружение которых хан не жалел денег. Девлет усвоил главный урок. Его настоящая сила и поддержка – это его подданные, и он обязан иметь реальное представление о своем народе, о его нуждах и мыслях, и это дало свои результаты. Хана не любили в первые годы его правления, но с годами он все же сумел завоевать симпатии и доверие своими поступками. Сегодня с уверенностью можно сказать, что главная цель Девлета-Герая была достигнута, и это процветающая держава, сильная, могущественная и независимая. В историю Девлет-Герай вошел как военачальник, но мало кто знает, что хан был тонкой натурой. Не стоит забывать, что он жил в эпоху Возрождения и гуманизма, много читал, увлекался поэзией и нередко сам писал стихи в походных шатрах. Он окружил себя людьми науки и искусства, вел с ними долгие философские беседы. Его любимым увлечением была соколиная охота. Он любил роскошь, но знал меру деньгам. Его сложно было назвать расточителем, скорее наоборот, он нередко выступал в качестве мецената и регулярно перечислял денежные средства в благотворительные фонды своих жен, сестер и дочерей. Особым расположением хана пользовалась его двоюродная сестра и единственная дочь погибшего Сахиба-Герая хана Нури Султан Ханим. В 60-е годы она была приближена ко двору, а ее муж из рода Ширин занимал руководящие должности и имел право голоса в диване. Казалось бы, принцесса должна была испытывать к хану презрение за смерть ее отца, братьев и племянников. В первые годы, возможно, так оно и было. Но, видимо, Нури Султан была посвящена в настоящее положение дел и сменила свой гнев на милость. А для Девлета ее присутствие при дворе было наглядным доказательством его невиновности. На самом деле удивляет, что о такой известной личности в истории Крымского ханства, как Девлет-Герай, сохранилось крайне мало объективной информации. Судя по тем немногочисленным источникам, видно, что хан не был лишен честолюбия и просто обязан был содержать при своем дворе штатного историографа. Хотя бы потому, что его целью было завоевать общественное мнение. А перо как нельзя лучше подходило для этих целей. Но нет, на сегодняшний день еще не обнаружено ни одной полноценной хроники эпохи Девлета, которая бы подробно повествовала о всех деяниях этого человека. Крымский хан обеспечил будущее своей династии. В 60-е годы у хана оставалось 8 взрослых сыновей. После гибели в 1555 году старшего сына Калги Ахмета Герая своим наследником он делает Мухаммеда Герая. Письменные источники сообщают, что большой любви к своему Калге хан не испытывал из-за вспыльчивого характера сына, однако целенаправленно готовил его в преемнике.
Важно было показать, что этот принц достоин продолжить дело отца, поэтому когда в январе 1566 года в Бахчисарай пришло приглашение от престарелого султана Сулеймана присоединиться к нему в поход на Венгрию, Девлет, не раздумывая, дает согласие и объявляет, что в поход крымскую конницу в 15 тысяч человек поведет его старший сын Мухаммед. Наследник трона Мухаммед Герай проявил себя в венгерской кампании при осаде и битве за крепость Сигитвар. В тот год он немало часов провел в походном шатре главнокомандующего османской армии визиря Мехмеда Паши Сокулу и сам повел своих аскеров на штурм крепости. Сегодня об участии крымцев в этом походе напоминает, пожалуй, только лишь османская миниатюра XVI века. Она вошла в сочинение Локмана бен Хусейна аль-Ашури, в которой автор рассказывает о военных походах султана Сулеймана. В первых числах сентября 1566 года венгерская крепость Сигитвар пала. Османы и крымцы одержали победу. Однако в этом походе умирает 71-летний султан Сулейман. Старая болезнь и трудный переход подорвали его здоровье. Печальную новость в Крым привез возвратившийся с победой принц Мухаммед. Османский трон занимает Селим II. Девлет Герай не скрывает своей неприязни к этому султану, открыто называя его слабой тенью отца. Однако эта слабая тень вскоре заставила крымского хана выйти из себя с заявлениями, что он готов реализовать забытый отцом проект судоходного канала между Доном и Волгой. К этому Селима подталкивал его приближенный Касим Паша. Новый султан не слышал аргументов Девлета, что данное предприятие – пустая трата сил и времени, что янычары не справятся с переходом в степи. Но Селим ничего не хотел слышать и заявил, что с Девлетом Гераем или без него он реализует этот план. Земли, по которым должно было продвигаться османское войско, принадлежало крымскому хану. В итоге Девлет Герай все же согласился принять участие, но только для того, чтобы это предприятие потерпело полный крах, а Селим в итоге отказался от каких-либо походов османов в Поволжье. В конце июля 1569 года хана оповестили о том, что в Люблине послы Великого княжества Литовского и Сейм Королевства Польского подписали документ, согласно которому объединились в единое государство Речь Посполитую. Девлет Герай сдержанно воспринял эту новость, ведь отныне два государства представляли единую политическую силу. Однако через своих послов он поздравил и пожелал королю Сигизмунду Августу долгого правления. На самом деле Девлета Герая больше волновали не капризы султана Селима и не новое государственное образование Речь Посполитой. Его волновали московские дела. Спустя почти 10 лет Иван IV всерьез стал готовиться принять титул императора, якобы возрожденной им Византийской империи. Поступок весьма самонадеянный. На требование со стороны Крыма дать объяснение своим действиям и немедленно освободить Казань он не реагировал, чем окончательно возмутил Девлета, и хан в начале весны 1571 года объявляет о всеобщей мобилизации. Весной 1571 года Девлет Герай с 40-тысячной армией выступил в поход. Его главная цель была выяснить отношения с Иваном, который уже давно перестал удивлять крымского сюзерена своими странными поступками.
То Иван IV покинул Москву и отрекается от княжеского титула, при этом не забыв прихватить с собой казну, то он обращается к английской королеве и просит ее о политическом убежище в Англии. То князь создает отряды опричников, чтобы защитить себя от заговора, и под этим предлогом устраивает настоящий террор по отношению к боярской верхушке и духовенству. Масштаб казни и пыток зашкаливал, и когда в Москве узнали, что крымский хан выступил в поход, представители уцелевшей боярской верхушки тайно отправились ему навстречу. Для московского дворянства хан был спасением. Именно они оказали ханскому войску неоценимую услугу, показали безопасные пути к переправе через Аку. Благодаря бесценной информации ханская армия форсированным маршем двинулась прямо по направлению к столице. В мае она приблизилась к Серпухову. Здесь до недавнего времени находился Иван Грозный со своими верными опричниками. Но едва узнав о приближении крымской армии, князь бежал в Коломну, а оттуда, минуя Москву, в Александровскую слободу. Видимо, он имел веские причины опасаться хана. Из слободы он спешно перебрался подальше от Москвы, в Ростов-Великий.